Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. За это время профильными специалистами осмотрено более 1800 детей. Продолжаются встречи преподавателей медиашколы Евразия с абхазскими журналистами, блогерами и другими работниками медиасферы. В рамках подписания меморандума о взаимодействии России и Абхазии Сухумский лицей-интернат оснащен новыми интерактивными досками и компьютерами. В связи с участившимися случаями незаконных археологических раскопок на территории Абхазии и расхищением мест древних захоронений, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о некоторых мерах по защите историко-культурного наследия Республики Абхазия. Согласно документу, деятельность по поиску или изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимая без разрешения Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии, запрещена. В случае установления фактов подобной незаконной деятельности МВД поручается приостанавливать ее в административном порядке и изымать специальное техническое оборудование. Таможенному комитету поручается запретить ввоз в Абхазию специального техоборудования, позволяющего определять наличие археологических предметов в местах залегания без согласования с Госуправлением охраны историко-культурного наследия. Данное управление должно представить предложение по введению уголовной ответственности за незаконные поиски или изъятие археологических предметов из мест залегания. Данное распоряжение не распространяется на археологические раскопки, осуществляемые ОБЕГИ, и на ввоз в Абхазию специального технического оборудования для нужд Минобороны, МЧС и СГБ. 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. Для осмотра и профилактики здоровья детей из Москвы прибыли 10 узкопрофильных специалистов. За это время специалистами осмотрено более 1800 детей. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба провел пресс-конференцию, где рассказал о ходе и результатах диспансеризации. В пресс-конференции также приняла участие одна из школьниц Абхазии. По договоренности с Российской Федерацией 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. Для осмотра и профилактики здоровья детей из Москвы прибыли 10 узкопрофильных специалистов. Детский хирург, педиатр, уролог, андролог, психиатр, офтальмолог, врач УЗИ, кардиолог, эндокринолог и невролог. Первыми российские медики осмотрели учеников Сухумской школы номер 10. В последующем диспансеризация охватит не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике. Многие родители побаиваются отправлять своих детей на осмотр, но, как поделился министр здравоохранения Эдуард Будба, каждый врач относится к каждому школьнику с теплом и заботой, а сама диспансеризация необходима для сохранения здоровья нации. Большая работа была проведена уже. На данный момент у нас осмотрено более 1800 детишек профильными специалистами Российской Федерации. Это научный центр здоровья детей. Это бригада из Саратова, это бригада из Воронежа, бригада из Адыгеи. Очень узкопрофильные специалисты, которые работают в республике, будут нам и в будущем также помогать. Эти бригады будут ротироваться, потому что диспансеризация запланирована до конца мая месяца этого года. Поэтому вот те крупные специалисты, они будут также сюда приезжать. Вот. Также мы говорим о том, что приезжал, вы знаете, и крупный аллерголог-иммунолог Андрей Петрович Продеус. Вот, осматривал детишек и в республиканской больнице, и осматривал в инфекционной больнице, проводил консилиумы. Также есть у нас вопросы взаимодействия, которые уже налажены. В состав бригад включены и абхазские специалисты. Такая масштабная диспансеризация школьников проводится в Абхазии впервые. Ранее Минздрав совместно с другими благотворительными организациями также обследовали детей, но это были точечные выезды. Диспансеризация населения проходит на добровольной основе с информированным согласием родителей. То есть родители подписывают единственный документ, он называется информированное согласие. Так как мы берем кровь из вены, делаем ультразвуковое исследование, делается электрокардиография,
вот, осматриваются профильными специалистами, поэтому это такое международное правило для родителей. Родители подписывают информированное добровольное согласие. Поэтому я хотел бы сказать, что все анализы крови, мочи, они проводятся и забираются нашими сотрудниками. Медицинский персонал средний – это абхазские коллеги из Республики Абхазия. Значит, биоматериал, кровь, моча везутся на базе лаборатории Республиканской больницы города Сухум. Никакой материал никуда не вывозится. Все здесь мы на месте решаем. Никакие прививки дополнительные, никакие вещи не производятся детишкам. Значит, только диспансеризация, только диагностика. Как показывает практика, в основном дети нашей страны здоровы, но есть и исключения. Так, у одного из школьников обнаружили камень в почке. Никаких симптомов у ребенка не было. Все данные о здоровье детей специалисты перенаправляют в лучшие клиники России. Даже если ребенок по определенным обстоятельствам не смог попасть на диспансеризацию, то он без проблем может присоединиться к любой группе школьников. Современный мир, экология диктует свои нюансы. Есть детки с особенностями по здоровью. И первые родители уже провели своих детей на второй этап диспансеризации своей поликлиники, больницы. Я хотел бы еще дополнительно сообщить, что вот тот комплекс мероприятий, который сегодня проводится российскими коллегами, эта информация будет оцифрована и передана в поликлинике по месту жительства детей. Даниэла Сакания, учащаяся Чимчирской школы-интерната, поделилась своим опытом в диспансеризации. В будущем она хочет связать свою жизнь с медициной. Вот для меня диспансеризация – это вообще важный аспект заботы о здоровье детей. И вообще с самого детства я никогда не боялась никаких обследований, никаких осмотров. И когда я узнала, что к нам приезжают такие специалисты, я была очень удивлена и скорее хотела принять в этом участие. В связи с погодными условиями, установившимися в последние дни, диспансеризация была приостановлена, но будет возобновлена. Всего планируется приезд от 5 до 7 врачебных бригад, работа которых будет осуществляться до конца учебного года. Ульяна Рожкова, Нарсол Цулуке, Абхазское телевидение. Фонд «Круг добра» и КБФ «Ашана» подписали соглашение об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний, сообщает Абснепресс. Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний. Дети с российским гражданством теперь будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов. Встречи преподавателей медиашколы «Евразия» с абхазскими журналистами, блогерами и другими работниками медиасферы в рамках выездного тура в Абхазию продолжаются. 26 февраля руководство и коллектива ГТРК встретились с медиаэкспертами проекта. Подробности встречи у Гугу Цивардани. Руководство и коллектив АГТРК тепло встречают преподавателей медиашколы «Евразия». Тем для обсуждения много, но главное – сотрудничество. В начале беседы гости поделились впечатлениями от прошедших накануне мастер-классов, отметив, что среди участников было много сотрудников абхазского телевидения, как молодых, так и уже опытных. Было очень приятно вчера, когда пришли ваши журналисты, режиссеры, ваши сотрудники, задавали интересные вопросы. Видно уровень подготовки ваших специалистов, потому что те вопросы, которые задавали, было понятно, что люди в теме, люди понимают, как строится работа, знают новые какие-то тенденции. То есть это было прям вот очень приятно. Приятно было, наверное, то, что, наверное, мы тоже смогли принести какую-то информацию, которая им была интересна. И нам бы хотелось продолжить вот наше взаимодействие, наш обмен опытом, чтобы мы могли тоже привнести что-то в вашу работу, может быть, там, имея наш опыт. Обменяться опытом, повысить квалификацию, обучить молодых специалистов, организовать еще больше мастер-классов, увидеть, как работают российские телеканалы. Такое сотрудничество даст свои плоды, отметили участники встречи. А есть, где надо, вот, может быть, стажировка или, может быть, какой-то сжатый курс лекций, или, может, занятий, да, вот, провести.
да, чтобы здесь вот, потому что большое число людей, вы понимаете, отправить и так далее, это вот бывает, что сложнее, и финансово, материально нам обеспечить это, наверное, непросто. Но здесь вот провести вот что-то такое очень важное. Хотелось бы очень дальше сотрудничать и, может быть, действительно помогать вам так же, как вы сказали, что это проблемы с молодыми специалистами, может быть, поработать со студентами и помочь им как бы и проходить, может быть, практику у вас, проходить практику у нас, приезжать к вам, чтобы, может быть, ваши сотрудники могли приезжать и тоже проходить какую-то, ну, это скорее, наверное, уже будет не практика, это скорее действительно такой обмен опытом, поработать, посмотреть, как работают наши телеканалы, пообщаться с нашими журналистами, как работают наши информационные агентства. То есть это все такой опыт, который важен любому журналисту, любому специалисту, наверное, в любой профессии, когда ты можешь посмотреть, а как делают коллеги, а что нового есть у них. То есть обмен опыта – это универсальный инструмент, в общем, который позволяет всем только стать интереснее, лучше, богаче. Это, в общем-то, в любой области, что, не знаю, от горной промышленности до журналистики, надо всячески вот обмениваться, разговаривать, смотреть, как работают одни, как другие, тогда все только будут расти. Речь зашла и о развитии кинематографа, ведь 26 и 27 февраля в Абхазии пройдет международный кинофорум фестиваля кино стран Евразии. За 2 дня в кинозале Музея боевой славы покажут лучшее кино «Евразия Кинофест». Среди фильмов и работа молодого талантливого абхазского кинорежиссера Наура Гармелия «Последняя цена». Советский режим, но в таком грузинском формате нас ущемлял, и поэтому это очень чувствуется в кинематографии. У нас очень много художественных произведений, просто классных, просто вот они просятся, вот их надо вот, да, вот экранизировать, но, к великому сожалению, когда это делают за пределами Абхазии, там теряется все. Ты смотришь и думаешь, нет, это не про нас, это не это произведение и так далее. Очень желательно, когда сами природные абхазы или этнические, но я думаю, что это важно, потому что человек чувствует внутренние эмоции, там все остальное, и мы нуждаемся на самом деле в развитии кинематографа, даже самые выдающиеся наши произведения, которые почти как сценарий написаны, они вне экрана вот остаются. И, может быть, на самом деле Наур даст какой-то импульс развитию кинематографии в Абхазии. Важные встречи в рамках выездного тура медиашколы Евразия продолжаются и обещают стать началом чего-то нового и интересного. Гугут Савардания, Фатима Гергия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. В рамках подписания меморандума о взаимодействии России и Абхазии Сухумский лицей-интернат оснащен новыми мобильными интерактивными досками и компьютерами. Также новым оборудованием будут оснащены все школы республики. К обучению учителей в новом для них направлении приступили представители Армавирского государственного университета. Подробнее в репортаже Ульяны Рожковой. Абхазия и Россия находятся в постоянном диалоге и вместе работают над повышением качества образования. В дар абхазским школам было передано 22 мобильных компьютерных класса, своеобразных производственных IT-станций, которые помогут учителям и учащимся проводить уроки более качественно и интерактивно. Такой подарок станет значимым шагом в новое цифровое будущее. Одним из основных направлений сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия является развитие системы образования в республике, ее совершенствование, в том числе развитие инфраструктуры образовательных учреждений. Буквально на прошлой неделе мы передали очередную партию автобусов школьных, а также интерактивные панели для школ. Сегодня мы передаем в дар Республики Абхазия для учащихся школ 22 мобильных компьютерных класса. Технологии растут, сфера образования расширяется. Чтобы педагоги Абхазии могли эффективно использовать новое оборудование, для них проводят обучающие семинары и повышение квалификации специалисты Армавирского государственного университета. Краснодарский край передал интерактивные доски. Армавирский государственный педагогический университет, представитель, в том числе и Краснодарского края, сегодня уже для учителей начал обучение, как этим пользоваться, интерактивным методикам, как использовать в учебе.
учебном процессе, как этих заинтересовать школьников. Потому что школьники сейчас современные уже умеют пользоваться всеми гаджетами, и им уже можно использовать части презентаций, части маленьких видеосюжетов. А для учителей это еще и хорошая возможность организовывать телемосты с российскими учителями, повышая свою квалификацию, обмениваясь методиками, практиками и внедряя их уже в учебный процесс в Абхазии. Конечно же, учителя и его урок никогда не заменит электронный гаджет, но если объединить способности, то можно выйти на новый уровень обучения, более упрощенный и познавательный. Могу сказать, что это огромное подспорье. У меня коллектив молодой, очень молодой коллектив, средний возраст 30-32, поэтому под этим технологиям, по этому оборудованию они могут более успешно поработать и по всем предметам, можно так сказать. И вот эти две доски интерактивные сегодня к нам поступили. Сейчас они вот сидят, проводят мастер-класс специалисты. Надеюсь, что мы успешно это будем реализовывать в классах, в учебном процессе и для достижения лучших знаний, качества образования у наших детей. Мобильные компьютерные классы планируют разместить по всем районам республики. В рамках подписания меморандума о взаимодействии России и Абхазии также будут построены новые спортивные площадки и стадионы. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. С 27 февраля электропоезд «Ласточка», курсирующий между Сочи и Гагрой, удлинит свой маршрут на 80 километров. Теперь конечной станцией «Ласточки» станет Сухум. В обратном направлении поезд будет завершать маршрут в аэропорту Сочи. Поезд из Сочи будет отправляться в 8:50 утра и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно из Сухума поезд будет выезжать в 15 часов 42 минуты, а остановок будет 8. В последние дни в Абхазии установилась по-настоящему зимняя холодная погода. На термометрах минусовая температура, на дорогах гололедица. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают водителей быть очень внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и снижать скорость, а также воздержаться от поездок на автомобилях, не приспособленных к таким погодным условиям. В ночь с 25 на 26 февраля на территории нашей страны наблюдались заморозки. Минусовая температура привела к появлению на дороге гололеда. Как следствие, мы стали свидетелями многочисленных мелких аварий. К счастью, никто из участников дорожного движения серьезно не пострадал. Однако многие водители пренебрегают нормами безопасности и выезжают на неподготовленном к зиме транспорте. На участках повсеместно образуются заторы. На данном этапе наши сотрудники справляются с имеющимися трудностями. Все заторы своевременно ликвидируются. Вместе с тем, очередное понижение температуры ниже 0 градусов мы ожидаем в ночь с 26 на 27 февраля. Мы призываем граждан быть предельно внимательными при проезде мостов, подъемных участков. Сотрудники госавтоинспекции несут круглосуточный режим службы и взаимодействует с профильными структурами. Мы в плотном контакте с Абхазавтодором. Своевременное посыпание дороги песком, особенно на участках с подъемами, значительно облегчает движение как легкового, так и грузового автотранспорта. Однако еще раз призываю водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте на дальнее расстояние в случае его неподготовленности. Как сообщила нашей программе специалист Института экологии Сидахсалба, такая холодная погода продержится в Абхазии до конца недели. Затем ожидается небольшое потепление. Сегодня более оправдываются кратковременные прогнозы. Это порядка не более 3 суток. На сегодняшний день той информации, которую мы обладаем на основе наших автоматизированных систем, могу смело заявить о том, что больше мы не ожидаем снега. Конечно, в горных районах они будут продолжаться, но в приморской зоне Абхазии уж точно выпадения осадков больше мы не ожидаем. Сегодня и завтра, в четверг, это 26 и 27, в дневное время суток, мокрый снег кратковременно ожидается в Чимчирском районе, то есть в восточной части Абхазии. Это исключительно связано с
уходящим циклоном, идущий именно с севера. Поэтому в центральной части Приморской зоны, начиная от Сухума и до границы Псо, осадков не ожидаются. Будет пасмурная облачная погода. В четверг 27-го погода проясняется, уже будет солнечно. Дневные температуры, соответственно, будут положительными. В среднем это порядка 5-6 градусов. А ночные температуры, к сожалению, они будут оставаться отрицательными. До 3 марта не ожидаются осадки. 3 марта пройдут кратковременные дожди. 1 марта у нас будет пасмурно с прояснениями погоды. В четверг, 27 февраля, в Абхазии местами ожидается слабый снег, в горах снег, налипание на проводах, гололедица. Температура воздуха ночью -1, -6, днем 0, +5 градусов по Цельсию. Температура морской воды +8 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.